мы едем на южный берег Пржевальского залива. Размеренная сельская жизнь. В Липинке этот дом знают все. Леха, так все зовут хозяина, коренной липенец в третьем поколении. Человек с славянским лицом, с бородой, который вышел и представился кочевником. И ты понимаешь, что по сравнению с ним ты проигрываешь. Вспомнилось, как Ясон в Колхиде должен был ловить двух буйволов, чтобы запрячь их. Это покрутить хвост, в общем, бык становится, оказывается, послушным и идет туда, куда нужно, в нужном направлении. Все хорошо. Это второй день путешествия. На этот раз задача исследователей не просто узнать о жизни кочевников, а научиться тому, что они умеют лучше всего – скотоводству. Некоторым из членов команды придется решиться на довольно опасные эксперименты. Сейчас мы едем в село Липинка. Это, если мы вчера были на южном берегу Тюбского залива, то сейчас мы едем на южный берег Пржевальского залива. Понятно, да? То есть есть северный берег Пржевальского, а есть южный. Первым делом экспедиция направляется к главе села. Друзья надеются, что он подскажет, какие именно семьи сохраняют исконный образ жизни. Вот местная Айлак-Мету. Как называется еще раз? Айлак-Мету. Сначала мы заехали в, как это называется, по-русски, даже не знаю, как это правильно сказать, сельское управление, наверное, да? Вот, для того, чтобы договориться с Аил-Баш... В общем, не выговорю, киргизский не знаю, даже не буду пытаться. Добрый день, мы вам не помешаем. Здравствуйте. Нам очень сильно повезло, потому что мы встретили Максата, который нам помог добраться до самых интересных кочевников. По дороге мы встретили настоящую повозку, бричка, арба, я не знаю, как это называется, как бы в народе, но, в общем, запряженную двойкой ослов. Ой, спасибо вам. Садись, Юля. Руку подать. Естественно, как бы мы не преминули воспользоваться этой возможностью и прокатились. Юль, ну вот знаешь, вот такая размеренная сельская жизнь, прогулки на паре осликов по такому заснеженному Иссык-Кулю, это нечто. Так сидишь. Не, ну ладно, мы сейчас сидим, да, недолго, а так вот многие километры же кочевники преодолевали, ну примерно так же. Ну, я скажу так, что, ну, конечно, спасибо тому, кто создал автомобиль, потому что даже то расстояние, которое мы проехали, столь небольшое на ослах, на этой бричке, ну, оно показалось мне намного длиннее, чем то, как мы его, как бы мы обратно, мы, естественно, прошли пешком. Первая семья, в которую направляются исследователи, не совсем обычная. В Липинке этот дом знают все. Леха, так все зовут хозяина, коренной липенец в третьем поколении. Тот дом, в который мы приехали, оказалось, что это ребята, этнические украинцы, которые являются переселенцами в Киргизию. Интереснейшая семья, которая живет по образу и подобию кочевников. На кочевье ходите? Да, кочуем постоянно в горы. А куда? Весной. В горы угоняем сюда. В сторону Джитолгуса? Да, в Джитолгус. Конечно, было удивительно увидеть человека с славянским лицом, с бородой, который вышел и представился кочевником. То есть, конечно, это не вписывалось в ту канву, которую мы предполагали. Это было здорово. Эта семья ведет такой же образ жизни, как и любые кыргызские семьи. Они разводят скот и в летний период времени выгоняют свой скот на пастбище на Летнике, где у них это высокогорье. И точно так же, как и кыргызы, занимаются вертикальным кочеванием. Готовите какую кухню? Украинскую или киргизскую?
Какая прийдеться. Яка прийдеться. А любимое блюдо какое дома? Ну, наверное, пельмени. А бешбармак готовите? Готово. Баранів режем. Когда я у нее спросил, кем же она себя чувствует все-таки, кыргызской, русским или украинкой, она сказала, ну, я себя чувствую человеком, выросшим в Липинке. То есть она до такой степени прониклась к этой земле, к этому месту, что она чувствует себя человеком именно этого района. В хозяйстве этой семьи несколько сотен баранов. Первого Валентине Егоровне и ее мужу подарил друг на рождение их первенца. Потом закупили еще и развели целое стадо. Меня впечатлил сам масштаб, да, вот этой вот, ну, так, скажем так, фазенды. Он, во-первых, ну, как бы я восхищена людьми, которые этим занимаются. Это столько работы, это столько времени уходит на содержание. То есть, ну, вы видели там элементарно вот эта река Баранья, да, которая течет, перетекает. Там сначала она перетекла в этот вольер, или как у них там называются вот эти вот штуки. Потом она вытекла, потом это воссоединение, родительский день с ягнятами. Это тоже, конечно, зрелище, как это родительский день в пионерском лагере, да, воссоединение баранов с ягнятами. То есть это, ну, тоже вот, допустим, я это зрелище как бы, ну, наблюдала впервые. Овцеводство – исконно кыргызский вид разведения скота. Он появился здесь задолго до присоединения к России. Зимой овец пасли на холмах рядом со стойбищем. Вечером помещали в загонах – карао. Они были каменные, глинобитные или из кустарника. Ведение хозяйства переселенцев, оно, конечно, отличается от традиционного кыргызского хозяйства. А в хозяйстве переселенцев есть свиньи, есть кролики, чего не бывает в хозяйствах кыргызов. Но при этом воспринимаются некоторые местные традиции, то есть все равно есть овцы, есть лошади, кони, все равно скот уходит на джайло на летнее время. То есть как бы идея пастбищ, перегонных пастбищ, она была воспринята переселенцами, и ну, поскольку она для данной территории оптимальна, то они ее, конечно, тоже используют. Кроликов и голубей Алексей держит скорее для души. В Липинке хозяйство с подобной живностью можно пересчитать по пальцам. Имею в виду, они в руки иногда гадят. Гадят, говоришь? Это к счастью. Как бы ни было интересно возиться с кроликами и голубями, экспедиции пора двигаться дальше. Впереди их ждет самое главное испытание этого дня. Хотя об этом исследователи еще не догадываются. Мы поехали в достаточно приятное место, то есть такой низкой котловине, закрытой от всех ветров, находится зимнее угодье, зимние кошары. Это поселение еще при Союзе прозвали Тайвань. Один из местных жителей как-то написал главе села анонимку с жалобой и в шутку почему-то подписался Тайвань. Так местности прозвали. Сейчас здесь расположены несколько фермерских хозяйств. Это у вас столько бычков? Да, только на мясо. Это только мясные, да? Все бычки здесь стоят на откорме. Несколько сотен голов. Мясо хозяин Саламат Абылаев возит в областной центр Каракол и продает в павильоне. Выращивание бычков – это такое уже современное кочевничество. Раньше, ну, как бы, быков не выращивали, выращивали там, ну, коней, яков, по это самое. То есть быки – это такое более равнинное животное. Это сейчас вот стало принято бычков на откорм. Разведение бычков на мясо приносит неплохой доход, хотя и не является исконным кочевническим занятием. Коров и быков в Кыргызстане начали массово разводить с приходом на территорию переселенцев. Единственное, я могу сказать, что вот как я немножко экологией занимаюсь, что быки для гор, они не очень предназначены, они сильно вытаптывают почву. И ну, там, где они, ну, вплоть до того, что там, где они какают, пардон за натурализм, вот этот вот навоз, он выжигает под собой всю траву.
Животноводство членов экспедиции интересует не только с теоретической, но и с практической точки зрения. Хозяева фермы предложили Владу и Максиму поучаствовать в ловле бычков. Исследователи, само собой, согласились. Затея наша попытаться половить быка, в общем, сначала показалось достаточно легким приключением. Что там быка ловить? В общем, как бы бычок и бычок. Тем более нам обещали молодого. Я сначала думал, что это милейшее создание, которое может там на шею повесить или там под мышку взять. Но когда на меня выбежало полтонны мяса, абсолютно неуправляемого, конечно, я немножко, так сказать, испугался. По полтонны, наверное, 2 быка. В общем, это большие туши. Ты сзади не подходи. Да? А ты думаешь, спереди это больше работает? Конечно, я немножко, так сказать, испугался, смогу ли я ее привести в чувство. Но, как оказалось, не все потеряно. Если Максим, он археолог, этнограф, который постоянно путешествует и, в принципе, понимает, как-то общаться с животными, то Ушаков — это тот человек, который в руках держит в основном фотоаппарат, а не аркан. То есть я вот этой штукой... Ага. Сзади начинайте, так. То есть... Да, вот так вот. И все, да, и теперь вести его, да? Когда ему дали аркан, он, значит, с боязнью попытался заарканить первого быка. Когда заарканил первого быка, он почувствовал себя, видимо, настоящим кочевником. И когда это начал делать Максим, он уже осмелел и начал этого быка гонять и как-то показывать всем видом, что он его не боится. Поэтому это было такое шоу, как Ушаков из городского фотографа становится таким настоящим горным кочевником. Палку надо снять. Палку снимай. Все, да? Палку снимай. Ага, все, отлично. Ух. Самое сложное даже не поймать быка, а накинуть на него вторую веревку, снять первую и при помощи этой второй веревки, можно сказать так, оттранспортировать его в стойло, потому что бык начинает вырываться. Пойдем. Не бойтесь, зайди. Ай! И ты понимаешь, что по сравнению с ним ты проигрываешь в весе, в силе, ну и во многом в уме, потому что подписался на это абсолютно добровольно. Хорошо, что загон был маленький, небольшой. Я представляю себе, когда эти туши гонятся в чистом поле. В общем, я думаю, работа действительно тяжелая. Короче, сзади заводи. Тихо. Короче, Такой игривый. Вспомнилось, как Ясон в Колхиде должен был ловить 2 буйволов, чтобы запрячь их, 2 быков, чтобы запрячь их в плуг, чтобы спахать поле. Вот, то есть, там, когда читаешь в детстве эту сказку про аргонавтов, думаешь, поймал 2 быков, запряг, в общем, какая проблема. Тут, в общем, понимаешь, что непростая задача, учитывая, что все-таки нам достались еще и молодые бычки. Макс с бычком как со средневековой амфорой обращается, очень осторожно и бережно. Давай, беги. Загонять его за стюками сена, это, в общем, занятие забавное, но стараюсь все держаться в небольшом расстоянии. Все-таки чувствуется эта мощь, практически неуправляемая. И заарканил. Теперь удержать бы его. То есть серфинг можно на быках. Да, вот где лыжи? Вот эту ослабляй. Вы не снимаем, да? Да. Эту снимаю? Да, это снимаю. Ух, ни хрена себе. Это, по жопе.
Пошли, пошли, пошли. Массаж. Тащишь быка, он весит полтонны, ты весишь центнер, это, в общем, как бы не сильно помогает. Пойдем, пойдем. Пошли. По-моему, надоело. Пойдем, пойдем. А! Но если покрутить хвост, в общем, бык становится, оказывается, послушным и идет туда, куда нужно, в нужном направлении, все хорошо. Стой! Уходи с дороги! И вот я теперь по-настоящему понял, что такое, как бабушка моя всегда говорила, вот хвосты коровам крутят. Вот. У Максима как раз этот самый момент получился. То есть Влад с Максимом занимались сегодня большинство времени тем, что крутили хвосты, ну, правда, не коровам, а одному быку, но ничего страшного. Дмитрий и Юлия не хотят стоять в стороне без дела и решают покормить лошадей. Ой, Юля, мы с тобой вдвоем на сеновале. Какая Романтика. Так, тюк. Какой из? Бери самый красивый, а я буду командовать. ну я как истинная восточная женщина, да, я так поняла? Да. Тебе помочь? Или ты его как родного? Я уже как родного. Заготовка кормов на зиму у кыргызов-кочевников не практиковалась. Сенокошение начало распространяться с конца 19-го, начала 20 века под влиянием русских переселенцев. Для уборки сена употребляли обычно серп. И только с начала 20 века стала распространяться русская коса-литовка. В кыргызском языке она получила название чалгы. Впервые я оказалась на сеновале, честно скажу, не знаю, что в этом романтичного, колючки до сих пор в моих ногах, но тем не менее мы с задачей справились, лошади довольные, сытые, ну и, надеюсь, нас будут вспоминать добрым словом еще долго. Что лошадь – это одно из самых верных и преданных животных. То есть, конечно, она немножко уступает собаке, но вот именно лошадь, вот я смотрю, как они относятся к своим хозяевам, да, то есть они же, ну вот сколько, вот, допустим, тех же былин там и так далее, то есть как они, насколько тесно они именно со своими хозяевами, у них какая-то связь есть. Здесь, конечно, я на эту связь не рассчитывала, но тем не менее мне удалось покормить, ну то есть привлечь внимание, во всяком случае, пусть кормом, но мне удалось привлечь внимание некоторых лошадок. Юлия очень любит лошадей, и ее интересует все, что с ними связано. Вместе с хозяевами она решается научиться подковывать лошадь. И насколько вот этой подковы хватает? На 2 недели хватает, на месяц. Ну, Ого-го-го-го-го-го. Подковывать лошадей тюрки начинают в раннем средневековье. По данным историков, кыргызы приобрели этот навык еще на Алтае, а позже привезли эту традицию на нынешнюю территорию Кыргызстана. О, Что, возьмете, да, в килимке? возьмем. Что-то как-то... Напоследок хозяева фермы показывают исследователям самовар. Юлия помогает его разжечь. Переселенцы, те, которые приехали сюда с территории Украины, с территории России, они привезли с собой массу вещей, которые внедрились в быт и культуру кочевников, такие как самовар. Самовар – это нетипичный для кочевника инвентарь. Для кипячения воды кочевники изначально использовали казан и открытый огонь. После своего появления в Кыргызстане самовар, или как его называют самоор, стал лучшим способом вскипятить воду в условиях кочевья. В конце 19-го, начале 20 века самовары стоили очень дорого. Во время перекочевок их всегда привязывали сверху. Сейчас, если приехать в любую семью, которая кочует, у них обязательно будет свой самовар.
Основные задачи на сегодняшний день были сравнение кочевников в аномальной для них среде. То есть взаимодействие кочевников и оседлого населения. Когда оседлое население становится кочевниками, а кочевники становятся оседлым населением. Одним из выводов сегодняшнего дня в очередной раз является то, что все, в принципе, конечно, ведение хозяйства кочевого – это, в общем, достаточно сложная задача. И как бы люди действительно уделяют этому очень много времени. То есть из разговоров понятно, что люди там в течение 20 лет, каждый год, каждое лето по 6 месяцев проводят в горах. И это, даже если бы они хотели бы сменить образ жизни, этого делать нельзя, потому что скот привык к этому ритму жизни. И то есть человек не может фактически ни болеть, ни уйти в отпуск. То есть он живет плотно, насыщенно вот именно той жизнью, он должен работать каждый день. Это тяжелый труд. Не всегда понятно и очевидно городскому жителю. И когда мы покупаем колбасу в магазине, мы, наверное, все-таки не совсем представляем, откуда она берется.